обойтись не может. Всем понятно, да, ориентирование? Все как обычно. Точка, рука, нога. Лимит времени. 8:30 вечера. Лимит времени. 8:30. Все. 5 часов. 5 часов получается. Все, время пошло 15:30. Все. Лево руль. Стоп. Давай. Давай, потихоньку. Лево руль. Право. Куда?
дай, теперь перекладывай. Поднимайся. Долго, право. Соревнования проходили на 203-м микрорайоне, это за городским пляжем. Можно сказать, это не соревнование, это фестиваль. Почему фестиваль? Потому что собираются единомышленники, собираются люди, которых связывает одно и то же хобби. И соревнования это, можно сказать, постольку-поскольку. Но чтобы был какой-то стимул, я все равно выделял призы. И люди, участники соревновались за главный приз – моторная лодка. На фестивале участников было 14 экипажей и около 10 автомобилей, ну, зрителей. Смотрели за происходящим, вот, болели, болельщиков. Вообще приходили, мероприятие проходило недалеко от города, можно сказать, ну, в 2 километрах от центра города. И люди, зрители, для них это было не проблема преодолеть такое расстояние и посмотреть за происходящим. Дисциплина была 2. Это спринт, это скоростное прохождение участка с естественными преградами, водоемы, болота на время. И GPS-ориентирование – это поиск координатных контрольных точек по GPS-координатам. Там система баллов, кто сколько, как можно больше возьмет количество КП, контрольных пунктов, тот и выигрывает. Помимо вот 2 дисциплин, я как бы внедряю вот в свой фестиваль небольшие квесты. Ну, это как бы как игры, головоломки. Люди, участники ищут, например, клад, там в определенном месте был закопан. Его тоже находили по GPS-координатам. Дальше игра была покерный турнир. Это тоже на контрольных пунктах были, ну, в общем, карты. Они их собирали и удобную для них комбинацию нужно было собрать и участвовать в финальном турнире. Для чего делается данный фестиваль? Ну, во-первых, для развития технических видов спорта, автомобильного спорта. У людей появляется хобби. Люди из простых зрителей становятся участниками. Им это интересно, подготовить свой автомобиль для преодоления вот преград, различных препятствий. И они, можно сказать, испытывают свой автомобиль на вот этих соревнованиях. Выявляется победитель, конечно, по степени подготовки автомобилей. Ну, в общем, чем лучше ты подготовишь автомобиль, тем больше шансов у тебя занять первое место.